Председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев посетил южные районы республики. Здесь он на месте оценил готовность муниципальных образований к предстоящему половодью и организацию переправ в отрезаемые большой водой населенные пункты. Сегодня именно местные власти должны организовать временные речные перевозки. Виктория Палкина о степени готовности. Каждый паводок, он по-разному проходит. Когда-то бывает и 12 дней, а бывает, что и около 2 месяцев практически. То есть такие базу бывает полностью затапливают. Спасатели заступают на 10-дневное дежурство в районе села Вотче. Пока никаких точных прогнозов нет. Вода на Сысоле поднимается медленно. Сельчане надеются, что масштабных подтоплений не будет. В этом году здесь обновили и парк речной техники. По программе «Народный бюджет» закупили 2 моторные лодки. Там требуются права на управление этими сплавными средствами. Люди обученные есть, будут осуществлять у нас перевозки до момента, пока мы не установим наплавные мосты. Перевозить местных жителей лодочники будут днем, а по ночам на дежурство заступают спасатели. В Сысольском районе организовали 2 спасательных поста. Спасатели, опять же, они будут находиться здесь круглосуточно. Они будут обеспечивать доставку в случае необходимости всех оперативных служб. А если брать оперативных служб, сколько у нас в службе 112, их аж 40 штук оперативных служб. Вот оперативные службы все будут обеспечивать, соответственно, перевозки спасателей. Понтонные мосты закрыты, а парели подняты. Все для того, чтобы не мешать прохождению льда. В Сысольском районе без связи с Большой землей остаются 3 населенных пункта. В соседнем Сыктывдинском тоже готовы к приходу большой воды. Понтон на переправе в направлении Ясного сняли еще вчера. А сегодня для многих это стало неприятным сюрпризом. По опыту хочу подсказать, вот перевозки будут организованы, да? В любом случае какой-то небольшой информационный там стенд должен быть. Хорошо. Если, допустим, даже перевозчик, к примеру, я просто моделирую ситуацию, к примеру, он круглые сутки там или целый день здесь не находится, а где-то у него есть место размещения, значит, должен быть адрес указан, телефон, куда что как обратиться. Ну, у нас, как правило, прямо в администрации сельского поселения есть стенд, на котором указано время, возможности, вот эти все, адрес, телефоны. Объездная дорога, конечно, есть, но это крюк в 150 километров. На время половодья именно это направление становится основным для жителей Ясного. А вот у сельчан из Усть-Пожега такой альтернативы нет. Им предлагают эвакуацию, но решаются на этот шаг немногие. Подготовлен пункт временного размещения. Все соответствующие договора на обеспечение их местом, так сказать, дислокации, питанием, проживанием. И все это есть. Но, как правило, жители Усть-Пожега отказываются эвакуироваться. Мы знаем, что там у нас 3 несовершеннолетних детей. Их, конечно, родители отправляют в Слутку, которая находится там в 3 километрах. Необходимый запас продуктов, топлива и лекарств есть во всех населенных пунктах, отрезанных большой водой. В зоне подтопления могут оказаться 95 территорий. Это больше 2000 жилых домов. Только силами Спаскоми планируют организовать 11 спасательных постов. На случай эвакуации муниципалы уже подготовили больше полусотни объектов. Виктория Палкина, Василий Терентьев, телеканал Юрган.